Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Всемирным днем велосипеда. В Туркменистане открылся сезон летнего отдыха для детей. Рейсы по маршруту Ашхабад-Казань перенаправили в Москву и другие новости. Сегодня Туркменистан вместе с мировым сообществом отмечает Всемирный день велосипеда. По этому случаю президент Сардар Бердымухамедов поздравил соотечественников с этим международным днем. Утром в Ашхабаде при участии главы государства состоялся массовый велопробег. К заезду присоединились члены Кабинета министров и парламента, руководители и сотрудники государственных структур, представители общественных организаций, сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане. В Ашхабаде прошла традиционная церемония проводов школьников в оздоровительные центры Гёкдере. На мероприятии развернулось торжественное представление с задорными песнями, зажигательными танцами и веселыми сценками популярных детских коллективов. Летом в детских центрах Гёкдере, туристической зоны Аваза и других регионах проходят праздничные мероприятия, спортивные соревнования и творческие конкурсы. Под руководством педагогов дети будут заниматься в кружках, изучать компьютерные программы и иностранные языки. Группа школьников из Российской Федерации, занявшая первое место в Международной олимпиаде по математике в городе Аркадак, была премирована путевкой на 10 дней в оздоровительный центр Даянч, расположенный в национальной туристической зоне Аваза. Как известно, Международная олимпиада по математике была организована под эгидой благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Курбангулы Бердымухамедова. Путевка для юных математиков также была выделена за счет средств фонда. Авиакомпания Туркменистана объявила об изменениях в своем расписании полетов в Российскую Федерацию. Начиная со 2 июня перевозчик временно приостановил полеты по маршруту Ашхабад-Казань-Ашхабад. Вместо этого самолеты будут летать в Москву. Согласно официальному заявлению на сайте туркменских авиалиний, пассажиры, имеющие билеты на рейсы в Казань, смогут использовать их для перелета в Москву без дополнительных сборов. Более того, авиакомпания предлагает бесплатный трансфер из московского аэропорта в Казань для тех, кто уже приобрел билеты в столицу Татарстана. Олимпийский городок Ашхабада получил статус учебно-тренировочного центра Азиатского региона по теннису. Сертификат об этом вручила Азиатская федерация тенниса на церемонии в столице Туркменистана 1 июня. Мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, прошло в теннисном комплексе Олимпийского городка. Помимо вручения сертификата, здесь открылся детский теннисный фестиваль. Новый статус позволит Ашхабаду принимать не только крупные турниры, но и тренировочные сборы для спортсменов со всей Азии. Эксперты ожидают, что это ускорит развитие тенниса в регионе и повысит уровень местных игроков. Стрессы мегаполисов и выгорание на работе подталкивает все больше молодых людей в Китае к поискам тишины и спокойствия. Необычным решением становится временное отшельничество в специальных домах престарелых для 30-летних. Философия таких заведений основана на китайском тренде на минимизацию усилий для достижения базового уровня жизни. Расположенные как в мегаполисах, так и в провинциях, эти центры делают акцент на психическом здоровье своих постояльцев. Кинокомпания Lionsgate объявила о завершении съемок биографического фильма о Майкле Джексоне. Фильм под названием «Майкл» выйдет на мировые экраны 18 апреля 2025 года. Вместе с этой новостью создатели фильма поделились первым кадром из картины и фотографией со съемочной площадки. Байопик расскажет о жизни Джексона от его нелегкого детства до самых знаковых моментов его карьеры. В Анталии состоялся товарищеский матч между сборными Туркменистана и Гренландии. Встреча завершилась разгромной победой туркменской команды со счетом 5-0. В составе победителей дубль на свой счет записал Эльман Тагаев. Еще по одному мячу забили Дидар Дурдыев, Шаназар Тыркишев и Алибек Абдурахманов. Напомним, что сборная Туркменистана проводит подготовку к заключительным играм второго отборочного раунда чемпионата мира против сборных Узбекистана и Гонконга. Лондонский стадион Уэмбли стал свидетелем очередного триумфа мадридского Реала в финале Лиги чемпионов. В решающем матче испанский грант одержал уверенную победу над дортмундской Боруссией со счетом 2-0. Реал, завоевавший уже 15-й титул Лиги чемпионов, еще больше оторвался от преследователей. Ближайший конкурент Милан имеет в своем активе 7 побед. 14 августа Реал встретится с победителем Лиги Европы итальянской Аталантой в матче за Суперкубок УЕФА. Игра пройдет в Варшаве. Рома не планирует выкупать контракт нападающего Сердара Азмуна у немецкого Байера по окончании арендного соглашения.
Несмотря на это, карьера 29-летнего футболиста может продолжиться в чемпионате Испании. Сообщается, что интерес к услугам Азмуна проявляет Севилья, семикратный победитель Лиги Европы. Кроме того, ряд итальянских клубов также рассматривает возможность приобретения игрока. В текущем сезоне Азмун принял участие в 29 матчах за Рому во всех турнирах. На его счету 4 забитых мяча и столько же результативных передач. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.